О международном сотрудничестве в области медицинского образования поговорим сегодня в программе «Интервью». Итак, я представляю гостя в студии, который приехал к нам сюда, в Уфу, в Башкортостан из Турции. Жан де Розет, профессор урологии Стамбульского университета. Господин Розет, здравствуйте. I just can say thank you for welcoming me here. Первый вопрос. Вы впервые в Башкортостане или уже до этого бывали в нашей республике? Я здесь уже был. Я думаю, это мой третий визит. Каждый раз, когда возвращаюсь, становится все лучше. Чем привлекает вас наша республика? Может быть, что удивляет здесь? В первую очередь, это медицинский университет. Как профессор урологии Стамбульского университета Медипол, меня интересует работа с университетом и участие в его жизни. И я планирую заниматься этим и сейчас, и в будущем. Если вы приезжаете не первый раз к нам в Республику Башкортостан, сотрудничаете с Башгосмедуниверситетом, стало быть, вас привлекает именно научный уровень развития науки в нашем вузе. Вот что интересного вы находите, какой уровень у нас? В первую очередь, нужен сильный лидер. Таким лидером в университете является профессор Валентин Николаевич Павлов. Он создал не только сильный медицинский университет, но также сильные исследовательские возможности для ученых. И мне кажется, что это привлекает меня больше всего. И вопрос, может быть, он немного очевидный, лежит на поверхности и, может быть, риторический, но тем не менее. Международное сотрудничество, насколько важно именно для развития науки, именно среди вузов? Абсолютно согласен с вами. В первую очередь, мой начальник, руководитель нашего университета в Стамбуле, считает, что нам нужно развивать сотрудничество не только внутри Турции, но и с иностранными государствами, например, с Россией и Китаем. И я считаю, что нам нужно создать единую платформу для обмена опытом исследовательским и образовательным. Вы, как профессор урологии, который работает на международном уровне, наверняка уже представляете и имеете представление о том, на каком уровне сейчас развивается именно урология, может быть, какие-то новые методы лечения, практики. Какие достижения есть на сегодня? В первую очередь мы стараемся сохранить качество жизни пациента, а не провести какую-то важную операцию. И я считаю, что такой подход не только в России, Китае, в Европе, в Турции, а везде по всему миру начинают понимать, что самое важное – это качество жизни пациента. Вы не первый раз приезжаете в Башкортостан, Башгосмедуниверситет. Вот какие направления сейчас развиваете, над какими вопросами работаете? Вот хотелось бы более подробнее услышать. Все будет зависеть от нынешнего визита. Мы с коллегами обсудим это, когда вернемся в Турцию. И основными направлениями нашего сотрудничества, наших исследований, это будет развитие науки, но также и образование. Хотелось бы услышать именно ваше мнение о Башгосмедуниверситете, именно какими уникальными компетенциями владеет этот вуз, обладает вуз. Наверняка у вас есть уже представление. В первую очередь, главная особенность Башгосмедуниверситета – это иностранные студенты. И их огромное количество. Я видел студентов из Турции, с Ближнего Востока, Индии, Китая. И они заложили базу для дальнейшего сотрудничества и международных коопераций. Господин Розет, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими планами, рассказали о том, какие перспективы сотрудничества у вас есть именно с Башкирским государственным медицинским университетом. В этот раз мой визит короткий, но я хотел бы приехать еще, остаться подольше и установить мосты между Башгосмедуниверситетом и нашим Стамбульским университетом. Спасибо. Это была программа «Интервью» о развитии международного сотрудничества именно в области медицинского образования. Говорили сегодня в рамках проекта. Спасибо, что были с нами.